Так начиналась Белая Страда, битва туркменских хлопкоробов за большой урожай юбилейного года. А спустя месяц, после того, как были сняты эти кадры, труженики полей с воодушевлением принимали поздравления генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева в связи с выполнением социалистических обязательств по сбору хлопка и других продуктов земледелия. И одним из первых рапортовал о выполнении социалистических обязательств бригадир хлопководческой бригады колхоза имени Чкалова-Марыйского района Курбан-Берды Курбан Сахатов. Курбан-Берды Курбан Сахатов из династии Саларовых земледельцев. Это традиция – строить дом сообща каждой новой семье в династии. Председатель колхоза, депутат Верховного Совета Республики Аразгильды Мамадов. Я смотрю далеко, вижу путь мой, тяжел он и крут. У дороги моей есть ухабы и есть разветвления. Sağlar dedi, Dayhan Sulam, Халифати Хемамада. Салар? Да, так нарекли односельчане главу династии, который всю жизнь работал на земле, отдал ей всю силу, все умение землепашца. Застал и начало нового дня, пришедшую в Туркменистан Октябрьскую революцию. Салар по-туркменски путеводитель в крестьянском деле. Любовь к земле привил Салар ага сыновьям. Саларовы стали ядром первого в районе колхоза, родившегося в далекие 30-е годы. Птица на дереве меня обучает пению. Пчела меня учит в безделье не погружаться. Земля терпеливо учит меня терпению, а корень учит за землю свою держаться.
Яшим Саларов пал смертью храбрых при обороне Ленинграда. Бердый Саларов погиб в боях за Сталинград. Курбан-Сахат вернулся, но ранения, полученные на фронте, оказались неизлечимы. Дерево я посадил. Это счастье никто не отнимет. Осталось у Курбан-Сахата 8 сыновей. Это только одна ветвь большой династии Саларовых, которая, собственно, и составляет ядро сегодняшнего колхоза. Старший Курбан Мухаммед, бригадир хлопководческой бригады. Весной этого года, когда каждый хлопкороб стремился создать все условия для богатого урожая, год-то был особенный, юбилейный, и Курбан Мухаммед это отлично понимал. Он пошел на риск. Предоставил поля своей бригады селекционерам под новый, неиспытанный сорт тонковолокнистого хлопка. Сорт был перспективным. В случае удачи колхоз, район, область получали для будущих урожаев весомую прибавку. И осень оправдала все надежды. Опыт селекционеров и Курбан Мухаммеда стал победой всего колхоза. Все братья живут в одном колхозе, и когда время позволяет, собираются вместе. Радости и заботы становятся общими. Старшие через всю жизнь пронесли дедовскую черту – привязанность к земле. И поэтому выбор любым из младших другой профессии воспринимается обидой и даже с болью. Чар-Яра, когда тот ушел в Чабаны, поддержали. Остается человек на земле. А предложение Силаба и Аман-Берды, один стал технологом по добыче газа, второй телемастером, одобрили не сразу. Все братья носят фамилию по имени отца – Курбан-Сахатовой. А Курбан-Маммед по имени дяди Чарыев. Чары Саларов пал смертью храбрых в боях за освобождение Польши. Саларовы решили отдать маленького Курбан-Мамеда вдове Чары. Одинокий раз сжимал на воспитание. Сегодня у Курбан-Мамеда своя семья. С гордостью носят они фамилию по имени героя, дяди Чары. Невестка Биби, депутат районного совета.
и опять братья вместе. И только в конце встречи возникает разговор о самом главном. О решении третьего брата в семье, Ата. Опытный хлопкороб, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции. Ата оставил свою передовую хлопководческую бригаду, которой он руководил 16 лет, и принял новую, садоводческую. Трудно ему сейчас. Собственно, все новое трудно. Я, как председатель колхоза, верю. Убежден, Ата поднимет садоводство. Ведь вывел он в 60-м одну из отстающих хлопководческих бригад в передовые. И будет время, братья вспомнят, как мудро поступил отец, когда назвал его в честь деда Салара-ага. Когда мир я покину на исходе такого-то дня, этот мир не заметит, что навечно теряет меня. Сколько нас потерял он за десятки столетий, не счесть. Сколько нас уже было, сколько нас у него еще есть. Четвертое поколение. Джума? Как это понять? Династия хлопкоробов и вдруг физик. Вы знаете, здесь вот четвертое поколение сосчитать, это значит, нужно, наверное, простая арифметика. Правда, считать надо десятками. Но сколько нас будет в пятом поколении, тем более сколько профессий, я думаю, тут, наверное, не обойтись без теории вероятности. Край солнца, Туркмения. За ее сегодняшними делами, за миллионным потоком белого золота стоят тысячи таких династий, как Саларовы.